О самых заметных событиях понедельника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, вот основные темы дня. Экология и здоровье человека на севере. В Якутской республиканской клинической больнице стартовали научно-практические конференции. Какие темы обсуждали в первый день работы? Массовый приток молодых специалистов отмечен в учреждениях здравоохранения Мирнинского района. Сколько врачей отправились трудиться в Алмазный регион? В Якутии отмечается День инноваций. Расскажем, как за последние несколько лет республика стала признанным флагманом в области внедрения инноваций. Место, за которым работал первый президент. В Национальном центре медицины открыт рабочий кабинет Михаила Ефимовича Николаева. 3 модели, 3 образа, 3 часа творчества в уютной атмосфере. В Нерюнгри известный фотограф организовал необычный мастер-класс. Более 1200 домов в Якутске признали аварийными, а 1190 получили таковой статус с 1 сентября текущего года. 8 ноября президент Владимир Путин поручил правительству страны, властям республики и Фонду развития территорий до апреля сформировать план-график расселения из аварийного жилья Якутска. Завершить все мероприятия требуется до января 2030 года. Так, жилищные условия горожан улучшают по республиканской программе переселения граждан из аварийного жилфонда. Всего планируют расселить более 5000 человек до сентября 2025 года. Телефонные мошенники продолжают обманывать линчан. Громкие случаи, при которых жители города теряли огромные суммы денег, как выяснилось, мало кого учат. Люди продолжают брать трубки от незнакомых номеров, слушают собеседника и ведутся на сказочные истории мошенников. Так, совсем недавно жительница поселка Пеледой перевела неизвестным 5 миллионов рублей. Данное хищение было совершено путем обмана, введения заблуждения потерпевшей. Ей позвонили с нескольких неустановленных абонентских номеров, убедили оформить займ и убедили также перечислить данные денежные средства на указанные банковские карты, в результате чего потерпевший причинен ущерб в особо крупном размере. Следствие по данному уголовному делу продолжается. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия. Первые случаи гонконгского гриппа выявили как минимум в 6 регионах России. Так, 2 ноября инфекцию обнаружили у учащегося одного из техникумов в Орловской области. А на следующий день болезнь диагностировали у 3 жителей Тюменской области, среди которых были 2 детей. Отмечается, что еще столько же заболевших выявили в Преамурье и Пермском крае. Кроме того, болезнь обнаружили на Сахалине, куда ее из-за рубежа привез местный житель. Также подозрения на гонконгский грипп зафиксировали среди пациентов в Забайкалье. Экология и здоровье человека на севере. В Якутске стартовал межрегиональный конгресс. Пленарная сессия форума прошла в культурном центре «Сергелякские огни» СФФУ. В конгрессе очно и дистанционно участвуют более 2000 человек. Среди них известные ученые, научные деятели, медицинские работники и студенты мединститута. Во всех выступлениях и докладах говорят об использовании новейших медицинских практик, также о проведении научных экспедиций, питании, бережном отношении к экологии и природе. По итогам конгресса примут резолюцию. С завтрашнего дня по 17 и еще даже до конца ноября у нас очень большая программа. Это секции, симпозиумы, посвященные новым методам диагностики, новым методам лечения, научные выкладки наших, не только наших республиканских ученых, но и российских ученых. В Якутской республиканской клинической больнице стартовали научно-практические конференции в рамках 14-го национального конгресса с международным участием. Первая конференция посвящена гинекологии и акушерству. Ее название – «Экология и здоровье человека на севере». Подробнее конференции о работе перинатального центра расскажет Марферина Алексеева.
Все мероприятия проводятся в рамках празднования 180-летия клинической больницы. Научные работы о лучших медицинских практиках прочтут врачи со всей России. Конференция имеет гибридный формат. Врачи, акушерки имеют возможность прослушать лекции, не покидая рабочих мест. При этом получить баллы непрерывного медицинского образования, которые нужны врачам для будущей аккредитации. Сейчас вся страна и все здравоохранение занято так называемым повышением репродуктивного потенциала нашей страны, то есть улучшение демографических показателей. Поэтому вся работа, конечно, направлена на то, чтобы репродуктивных потерь было меньше, чтобы рождаемость превышала нашу смертность. Самые актуальные темы, которые мы будем обсуждать, это же, конечно, темы по родовспоможению, трудные роды, и по неонатологии мы будем обсуждать оказание медицинской помощи детям с экстремально низкой массой тела и детям, которые родились в тяжелом состоянии. По итогам 2022 года перинатальный центр занял 3-е место в рейтинге «Лучшие областные перинатальные центры в России». Отделение получило единственный в республике аппарат для кавитации растворов, который используется для лечения воспалительных заболеваний репродуктивных органов после родов и у гинекологических больных. Высокотехнологическая помощь – это органосохраняющие операции. В последнее время у нас очень много таких операций, когда мы сохраняем матку, даем маме еще раз возможность родить. Да, это наложение компрессионных швов, наложение на сосуды швов, и женщины очень хорошо выписываются. В ноябре у нас открылась программа «Банк грудного вскармливания». Мы собираем молоко и вскармливаем детей недоношенных. Республиканская клиническая больница оснащена на 560 мест стационарного лечения. 270 из них обеспечивают пребывание в перинатальном центре. В последние годы, помимо планового лечения, повысился показатель экстренного приема пациентов. Очень много народу стало поступать. Например, сейчас в нашей больнице лежат 99 от ковида больные и в реанимационном отделении 7 человек. Поэтому хочу сказать, что люди все равно надо себя предохраняться, надевать маски и меньше бывать в общественных местах. Национальный конгресс, посвященный 180-летию больницы, продлится до 15 ноября. В программе практические мастер-классы, дискуссии в формате «Вопрос-ответ», круглые столы и подведение итогов за прошедшие 5 лет работы. Марферина Алексеева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Массовый приток молодых специалистов отмечен в учреждениях здравоохранения Мирнинского района. Благодаря проекту «Земский доктор» и другим программам в Мирнинскую центральную больницу в этом году пришли на работу 14 молодых врачей. А всего в течение года трудоустроено 34 специалиста. Подробности у Анны Васильевой. В рамках национального проекта здравоохранения в России реализуется программа привлечения кадров «Земский доктор». Благодаря этой программе в Мирнинском районе появились молодые специалисты. Это врачи-терапевты, кардиологи, травматолог-ортопед, стоматолог, отоларинголог, врач УЗИ, эпидемиолог и хирург. Заключила целевой договор с Мирнинской центральной районной больницей. То есть, когда я уже поступала в ординатуру, я уже знала, что через 2 года я сюда приеду и буду работать. Нам очень помогли, особенно Министерство здравоохранения. То есть мы участвуем в программе «Земский доктор», то есть получили помощь от Минздрава. Еще нам оказала сильную поддержку сам Мирнинский УЛУС и Алроса. Молодые специалисты – это в основном окончившие Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Аммосова. В ходе обучения руководство нашего института, медицинского института, давал нам информацию разных программ. И вот мы узнали, что есть программа земского доктора и поддержка Мирнинской администрации молодым специалистам. И мы с женой приехали работать. В районных центральных больницах всегда нужны специалисты, всегда их приветствуют, и все условия для работы есть. Массовое трудоустройство стало возможным благодаря программам по привлечению медицинских кадров, которые реализуются в Якутии. В рамках совместной работы Министерства здравоохранения Республики, администрации Мирнинского района, акционерной компании «Алроса» и Мирнинской центральной районной больницы ведется активная работа по привлечению специалистов в район. Анна Васильева, Мирный.
Сегодня отмечается Международный день слепых. В Саха-театре на торжественном мероприятии награждены незрячие, отличившиеся в сферах спорта и культуры. Подробности в сюжете. Люди с ограниченными возможностями каждый день сталкиваются с различными трудностями. Им тяжело обучиться чему-то новому, найти работу. Даже прогулка по городу не всегда им доступна. Оттого многие остаются в своих домах. Всероссийское общество слепых старается это исправить, организовывая социально-культурные мероприятия, чтобы они могли жить полноценно. Перед обществом проблем, конечно, очень много, если можно назвать. У нас доступная среда в городе. В нашем городе незрячим людям очень трудно передвигаться. Хотелось бы, чтобы инфраструктура соответствовала. А также у нас вот с трудоустройством есть проблемы. Жилищные проблемы. Среди людей с ограниченными возможностями много талантливых музыкантов и певцов. На сцене театра некоторые из них смогли выступить для своих товарищей, на своем примере показав, что все в их силах и каждый может проявить себя. Также среди участников общества незрячих есть и спортсмены. У нас изо дня в день, из года в год появляются очень много талантов не только в творчестве, но и в разных направлениях. Это начиная от спорта, это начиная в каждых республиканских соревнованиях, конкурсах, фестивалей, семинаров и так далее, научно-практических конференциях и так далее. У нас очень много одаренных, талантливых людей разного возраста. Поэтому мы им преклоняемся и говорим им: дерзайте только вперед. Торжественное мероприятие было приурочено сразу к 3 событиям: Международному дню слепых, 75-летию Якутской организации Всероссийского общества слепых и завершению ежегодного месячника «Белая трость». Марина Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. Также День инновации отмечается в Якутии сегодня. Указ об учреждении праздника подписал глава республики. В прошлом году за последние несколько лет Якутия стала признанным флагманом в области инноваций как на Дальнем Востоке, так и в России в целом. Об инновационном развитии в сюжете Александра Хавренко. В 2018 году в Якутии создан IT-парк – место, где молодые люди со своими идеями и стартапами могут получить поддержку в их реализации. На сегодняшний момент в IT-парке более сотни резидентов, которые реализовывают сотни проектов. От создания компьютерных игр и изготовления дронов до разработки приложений и работы с искусственным интеллектом. У нас такая сложилась инновационная экосистема, которая позволяет человеку со школьной скамьи довести его до какой-то компании или стартапа. Возможно, ребенок заинтересуется, и у нас настолько прогрессивная система ввода ребенка в образовательную систему именно по части IT, что сопровождение его кажется таким легким, непринужденным, и поэтому у нас так много детей, которые хотят и стремятся попасть в IT. Инновации сейчас присутствуют практически в каждом сегменте экономики и, конечно же, в медицине. У многих на слуху компания Сайберия, которая разработала на базе искусственного интеллекта продукт, способный помогать врачам при обработке снимков КТ. Продукт уже вышел за пределы Якутии и с успехом тестируется и работается во многих регионах страны. Инновации что это такое? Это внедрение в отрасль экономики чего-то нового, которое позволяет что-то менять, что-то оптимизировать, что-то позволяет удешевить в первую очередь. Поэтому мы очень большой акцент делаем именно на методы искусственного интеллекта, потому что это действительно помогает разгрузить рутину для медицинских работников и тем самым помогает больше обращать внимание на случай, на заболевание. В Якутии существует программа инновационного и цифрового развития, в реализации которой принимают участие практически все министерства и ведомства, потому что представить современное общество без инноваций уже невозможно. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. И как раз 23 и 24 ноября в Якутске состоится 2-й федеральный форум «Цифровой алмаз». Приедут лидеры цифровой экономики страны и ведущие отраслевые эксперты, чтобы обсудить пути технологического развития России. В прошлом году в первом форуме приняли участие свыше 1500 человек из 63 регионов России. Подписаны десятки важных соглашений. В этом году гости обсудят перспективы экономики данных, искусственный интеллект, платформы Гостех, цифровизацию образования, цифровой контент и другие сферы.
А на госуслугах появятся новые возможности для студентов. Электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение. Можно будет онлайн следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены, не предъявляя бумажных документов. Минцифры опубликовала проект соответствующего документа. Предполагается, что электронный студенческий билет станет доступен уже в следующем году. Им смогут воспользоваться студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординаторы и аспиранты. Завершился конкурсный отбор на получение специальных премий в сфере образования Якутии. Его организаторами выступили Министерство образования и науки, компания РНГ и Целевой фонд будущих поколений. 100 лучших педагогов наградили дипломами победителей, а также назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Подробности в сюжете. Конкурс проводится благодаря слаженному сотрудничеству акционерного общества РНГ и Целевого фонда будущих поколений. В этом году, чтобы дать возможность еще большему числу работников сферы образования проявить свои способности, были пересмотрены условия конкурса. Снижен стаж с 5 до 3 лет, а также участие в нем смогли принять педагоги дошкольного и среднего профессионального образования. Педагоги – это будущее наших детей. Поэтому мы придаем очень большое значение именно педагогам. Они менее защищены, работа у них весьма сложная, и постоянная поддержка обязательно нужна. Поднимать надо престиж учителей. Определение победителей осуществлялось независимой комиссией, в состав которой входили представители органов общественно-государственного управления сферы образования, руководители общественных и образовательных организаций. Критериями оценки являлись высокая успеваемость учеников, личные достижения педагогов и применение современных методик преподавания. Хочется выразить огромную благодарность Министерству образования Республики Саха-Якутия, акционерному обществу РНГ и Целевому фонду будущих поколений за организацию такого конкурса. Конечно, участие в таком конкурсе – это опыт, в первую очередь вдохновляющий опыт, который заставляет нас не останавливаться на достигнутом, а идти вперед, развиваться. В этом году количество участников увеличилось. Ежегодный конкурс был инициирован для развития кадрового потенциала в Якутии и стимулирования лучших специалистов в области образования. Акционерное общество РНГ продолжает поддерживать педагогов и наставников в знак искреннего уважения к их труду. Марина Захарова, Павел Пахомов, Якутск. Ну а в Национальном центре медицины открыт рабочий кабинет Михаила Ефимовича Николаева. Место, за которым работал первый президент во время своего руководства, повторяет интерьер того времени. Само событие продолжает цикл праздничных мероприятий, приуроченных ко дню рождения первого президента. Подробнее расскажет моя коллега Вероника Таюрская. 13 ноября исполняется 86 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Николаева. Именно к этому событию приурочено открытие рабочего кабинета в Республиканской больнице номер 1 в Национальном центре медицины. Интерьер рабочего места воссоздан по архивным фотографиям и повторяет обстановку кабинета Михаила Ефимовича. Тут хранятся рукописи, записи, а также книги, написанные первым президентом Якутии. Это яркое свидетельство того, что мы признаем первостепенные заслуги Михаила Ефимовича в развитии и становлении нашей новой республики Саха-Якутия, развитии здравоохранения, медицины, не забывая в том числе, что первый указ, будучи президентом, Михаил Ефимович издал в области здравоохранения, защиты, охраны, материнства и детства. Открытие памятного кабинета стало возможным благодаря совместным усилиям коллективов Национального центра медицины и библиотеки архива первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Это не единственное сотрудничество коллектива медицинского центра. В марте открыли также по желанию и по именно рекомендациям, по желанию нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, совместно с Федеральным центром мозга и нейротехнологий наш Центр мозга и нейрогенетики, который также в последующем даст очень хорошие результаты именно по проблемам по изучению мозга и центральной нервной системы. В 2022 году указом главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева Национальному центру медицины было присвоено имя первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева в связи с его большим вкладом в сферу здравоохранения. Я считаю, что вот такое событие очень значимо, так как в медцентр приезжают очень много людей со всей республики с детьми и
сами. И это очень хорошо для ознакомления с его работой, с его жизнью и с тем, что он сделал для здоровья всего населения. Открытие кабинета стало одним из мероприятий, посвященных дню рождения первого президента. Цикл праздничных мероприятий продолжит классные часы в образовательных учреждениях и лекции от именитых ученых. Вероника Таюрская, Павел Пахомов, Якутск. В Николаев-центре также воссоздали кабинет Михаила Николаева, в котором он работал в годы президентства. Его стол для совещаний и прочие предметы привезли из здания Госсобрания Ил-Тумен и разместили на втором этаже центра. Воссозданный кабинет первыми увидели друзья, коллеги, соратники первого президента, которые собрались на его родине в селе Чапаево на так называемую памятную встречу друзей. За чашкой чая и в теплой дружеской атмосфере каждый вспомнил о личности Михаила Николаева. Также озвучены идеи и мысли по сохранению его наследия. День такой солнечный, день какой-то такой, с одной стороны, радостный, что это его день рождения, и в то же время немного грустно, что его с нами нету. Когда он был, только одним взглядом, только своим присутствием он нас заставлял думать и делать, что еще надо было бы сделать. Вот его, наверное, феномен в том, что мы всегда и мысленно, и очно отчитывались перед ним, и всегда будем отчитываться. 3 модели, 3 образа, 3 часа творчества в уютной атмосфере. В Нерюнгри известный фотограф Павел Усаченко организовал для фотографов города необычный мастер-класс. Подробности у Ивана Лазаренко. Съемка с цветным светом – продолжающийся тренд фотографий в 2023 году. Но это не просто модная техника съемки, а долгоиграющая тенденция, которая началась несколько лет назад и не устареет в ближайшие годы. Именно такой технике был посвящен мастер-класс, прошедший в молодежном центре города Нерюнгри. Ну вот мы сегодня проводим съемку по цветному свету, потому что, во-первых, мало кто из фотографов практикует, в принципе, съемку в таком формате. Все обычно выходят там на улицах, фотографируются там в студиях с хорошим светом поставленным, да? А опыта съемки с цветным светом как бы мало у кого есть, а это, тем не менее, это очень творческий формат съемки, и результат очень впечатляет. Участники мастер-класса с удовольствием пробовали новое для себя направление и оборудование, совершенствовали технику фотографии и делились своим опытом и секретами успешных фотографий. Отличное мероприятие. Это уникальная возможность для многих фотографов попробовать что-то новое, поработать с оборудованием, с которым они не работали. Цветной свет, да, сегодня набирает тенденцию, да, в фотографии. То есть это очень модно, это тренд. Поэтому, как мы знаем, Нерюнгри не отстает от трендов. Да, и очень классно, что такие мероприятия проводит молодежный центр. Дает возможность людям поработать, прощупать и начать, наверное, двигаться, развиваться в новых направлениях. Совершенствовать свое мастерство фотографы Нерюнгри смогут регулярно. Мастер-классы, посвященные другим техникам фотографии, запланированы в молодежном центре на постоянной основе. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. В Москве в павильонах международной выставки форума «Россия» прошел День Якутии. Сразу на нескольких площадках провели различные мероприятия. Открытые сессии, концерты, мастер-классы, презентации инвестиционных проектов и подписание соглашений о сотрудничестве с корпорациями и федеральными ведомствами, рассказывает Максим Кардозов. Это наш павильон «Земля Олонхо». В течение 5 месяцев можно прийти сюда и узнать о культуре и традициях народа Саха. Но сегодня, в день презентации Якутии на выставке «Россия», мероприятия, связанные с нашей республикой, идут буквально на всех площадках этого невероятного международного форума. Начался день с презентации мультфильмов «Току» и «Айтал и волшебная сила». Не секрет, что Якутия сегодня лидер в России по кинопроизводству. Но для многих стало открытием, что у нас в республике активно развивается и анимация. То есть если «Току» у нас рассчитан на дошкольников до 7 лет, да, то «Айтал и волшебная сила» – это уже для младшего школьного возраста, так скажем. У нас же в планах запустить детский телеканал под названием «Току». Наверное, мы единственная телекомпания в стране, которая делает свои мультфильмы.
Также в рамках форума прошла презентация будущих 8-х летних спортивных игр «Дети Азии». Соревнования состоятся в Якутске и станут самым масштабным международным спортивным событием страны в 2024 году. Они объединяют юных спортсменов из 25 стран, и к ним приковано особое внимание. И об этом сегодня пойдет речь, о роли игр «Дети Азии» не только для республики, а в целом для подготовки спортивного резерва, для подготовки спортсменов в призме страны, и не только страны, а на всем азиатском континенте, потому что сегодня игры «Дети Азии» – это такой межкультурный, международный проект. По итогам презентации глава Якутии Айсен Николаев и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подписали соглашение о взаимодействии в области развития олимпийского движения, а также были объявлены первые послы 8-х игр «Дети Азии». Ими стали прославленные спортсмены и олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Маргарита Мамун. Мне очень было радостно сейчас на презентации видеть знакомые лица, знакомые кадры. Я как бы сама наполовину бенгалка, и я надеюсь, что делегация Бангладеша тоже, возможно, приедет. Я им напишу, чтобы они приезжали. То есть Азия в моей крови, поэтому для меня большая честь быть послом. Я, конечно же, желаю продуктивной и успешной подготовки и, конечно, проведения соревнований. В этот день много говорили и о развитии Якутии. Прошли презентации инвестиционных проектов в IT-секторе, добывающей промышленности, сельском хозяйстве, туризме. Наша республика представила себя с самых разных сторон. Мы один из самых быстро развивающихся регионов нашей страны. Это уже всем очевидно. И я очень рад, что восприятие Якутии как очень холодной территории, где добываются алмазы, несмотря на то, что и холод у нас есть, и алмазы у нас треть мировых добывается, все-таки меняется восприятие наших сограждан уже на восприятие Якутии как одной из тех территорий, где развиваются активные креативные индустрии, где замечательное кино, где замечательная культура, где прекрасные праздники, где, самое главное, живут настоящие патриоты нашей великой России. Одним из самых ярких событий Дня Якутии стало массовое исполнение песни «Русский танк Алеша», посвященной подвигу прославленного экипажа. На главной уличной сцене выставки форума выступил известный вокалист Юрий Кононов в сопровождении ансамбля песни и пляски ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда». Герои-танкисты также присутствовали во время исполнения. Максим Кардозов, Виктор Ольцев, Москва. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.